Чыгыш темасы реальный и предвзятый антропологический облик хунну-гуннов и древних чурков. Мирхатик Закиевич, мен бұл конференцияда 5-ші мәртебе қатнашам дейді. Менің 4-ші мәртебе қатнашуым. Міне фұрсаттан пайдаланып, мен шушындай дәрежелі қолы қара масштабта ұлдырылатырған конференцияны ештұрушыларыны айрым басым жасап көтересім, олығысым келе, рахметімні білдіресім келе. Қазіргі бұл дүнияның болғауыр уақытында мұнда концепциялар арасында недір күрешлер барған уақытта міне шушы жәмғиятыбызда тұтырықлылық орнаштыру, тынышлық, удара келешіп ешшау, алға сүру, шуның бойынша пікір олышу, шуны яқлау рәуішінде өткерілген конференция ешсексіз ұлықтауға лайық, әм олардың ұйыштырушылар рахметке лайық. Мен жемағат көптен түгіл Татарстан китап нәшриятында міне шушындай китап бастырып шығардым. Міне шушындай китап. 3000 дәне білен шықты бұл, шақты көбінде бұл, қазіргі заман үшін. Китапның исімі бұлай ақтала. Протатюрки. Протатюрки демек біздің Ирак бабаларымыз. Протатюрки. Их изначальная прародина. Ранние племена и язык. История и этнокультура. Мен ана рус тілінде яздым. Не үшін дегенде, түрки халықлар көп. Бір-бірсін барсыда аңа бітірәлмей. Әміне алар барсыда Аблу асында аларның бітінісінде тарихын еңнәп алатырған китап. Шуңа көре рус тілінде жазылды. Һәм менің докладым да русша булачак, чөнки мені шуннан алдым. Нәрсә дип әйтәсем килгән? Менә бу китапта без прототүркиләр, ягъни безнең Ирак бабаларыбыз Алгы Азиядан ашыклап әйткәндә, хәзерге Ирак, Сүрия, Төркия, Иран кебек илләр һәм Илам, Шумер, Ассирия кебек борынгы дәүләтләр яшәгән, шулар урнашкан территорияләрдән чыкканнар, һәм дә Урта һәм Үзәк Азияга, Сибир киңлекләренә шул көнбатыш тарафтан үтеп кергәннәр дигән нәтиҗәгә килдек. Мондай фикер айрым галимнәр тарафыннан моңа кадәр дә әйтелгән булган, ләкин ул дәлилләнмичә гипотеза рәвешендә әйтелгән. Без әлеге проблеманы комплекслы планда өйрәнергә тырыштык. Нәтиҗәдә нәкъ менә Алгы Азиядан башлангыч алучы төп төрки сөйләм фондына карый торган дөнья кадәр сүзләр алар 800-гә җитә. Дөнья кадәр сүзләр эстафета күчемлелек рәвешендә якын көнчыгыштан килүче төркиләрдә генә сакланган күп санлы мифлар, ышанулар, йолалар булганлыгы ачыкланды. Яна килеп этносны билгеләүче асыл сыйфат яки индикатор буларак гәүдәләнә торган гаҗәеп уникаль матди һәм рухи культура фактлары, моңарча билгеле булмаган саллы дәлилләр фәнни кулланышка кертелде. Иң мөһиме, Алгы Азия, якын көнчыгыш регионы төркиләрнең тернәкләнгән һәм формалашкан иң борынгы ватаны булган. Менә Үзәк Азия, шул исәптән Алтай төбәге исә асылда аларның соңрак чор тарихына караучы икенче ватаны буларак гәүдәләнгән дигән концептуаль нәтиҗәгә киленде. Без яклый торган һәм үзебезгә без яклый һәм үзебезчә исбатлый торган бу концепция димәк, Алтай төркиләр яралган иң борынгы җирлек булган дигән традицион һәм догматик карашны кире кага. Бу догматик караш буенча
әлеге жерлікте, яғни Үзәк Азияда Алтайда яшәгән хун бабаларыбызның бұрынғы төркиләрінің физик түзіліші, yüzləri də имеш Монгол қияфетінде болған деп қарала. Яғни Монгол енді үзіңіз біләсіз яссы түгәрәк битле, халықта әйтәтірен ғибарат табақ бит деп әйтәләр, қысық көзле, қаланы бірінші хатта курнос, мәне шундай типтағы болған біздің бабаларыбыз деп шушындай ялғыш қараш орнашқан һәм ул хәзердә күпмедер дәрәҗәдә дәвам итә. Хәтта безнең Татарстан тарихы 8 томлык чыгарды. Шул тарихка да үтеп кирде бу. Кляшторный дигән рус галиме, ул яңа ниләр белән кызыксынмаган, төрле ничек дип әйтим, төрле төрки халыкларының тарихын язуда катнаша ул. Шул ничек искереп беткән карашын бер халыктан икенче халыкка күчерә. Асылда аның хәтта яңа тушы халыкның антрополик төзелешенә бәйләнешле соңгы хезмәтләр белән таныш булмаган ачыкланды. Хәтта әйткәнемчә безнең тарихны безне монголоидлар итеп күрсәтте. Менә бу билгеле дөрес түгел. Без әле сөйли торган докладыбыз соңгы вакытта ирешелгән антропологик карашларга нигезләнеп, менә шул ялгыш, дөрес булмаган догматик карашны кире кагуга һәм яңа карашны алга сөрүгә юнәлдерелгән. Инде әйткәнемчә, мин докладны кыскартып кына бер өлешен сезгә белән таныстырып китәм. Исходя из отстаиваемой нами концепции о ближневосточном происхождении прототюрков, мы полагаем, что они по физическому типу, безусловно, принадлежали большому европейной расе, поскольку для древних народов, вышедших из Передней Азии и из Ближнего Востока, был характерен с определенными изменениями именно этот расовый ствол. Европейская раса на этих территориях имела по большому счету два типа. Брахиэкранный, это круглоголовый тип, и долихоэкранный, то есть длинноголовый, не считая смешанные и промежуточные варианты. Носители ранних тюркских диалектов в течение своей долгой истории взаимодействовали и смешивались с различными популяциями европейного расового ствола, в результате чего они стали относиться к различным антропологическим типам. Азербайджанцы и туркмены к Каспийской, или по другой терминологии, восточно-средиземноморской группе. Карачай-балкарцы относятся к кавказскому типу, кавказионному типу, кумыки к смешанному типу каспийской и кавказионной групп, болгары к пантийскому типу, татары-мишары к более светлому варианту этого же типа. Встает закономерный вопрос: а как объяснить монголоидные черты у узбеков, казахов и особенно хунну-гуннов, последний из которых большинством исследователей считаются протюрками, то есть предками современных тюркоязычных народов? Вот тут-то мы сталкиваемся с твердо укоренившимся в авторитетных кругах стереотипом, шаблоном, точнее, не историческим, я бы сказал, предвзятым отношением к этногенезу и антропогенезу тюрков. Оно заключается в том, что предки тюрков, хунну-гунна, которые бытовали в ареале Северного Китая, Монголии и Забайкалья, по расовым признакам якобы исконно были монголоидами, а их потомки, тюрки, как отдельный народ, будто бы сформировалось позже, уже на Саяно-Алтае, и монголоидный облик якобы унаследовали от них. Однако ученые, привыкшие стереотипно мыслить, серьезно не задумываются над тем, как это азербайджанцы, карачай-балкарцы
или кумыки, без всякой монголоидной примеси, умудрились стать тюркоязычными. Ведь характерные для этих народов антропологические типы абсолютно не содержат следов слияний с монголоидными популяциями. И самое главное, как объяснить феномен столь масштабный и удаленный от нас огромным расстоянием и бездной времени языковой общности между тюрками и мертвыми и живыми народами Ближнего Востока и Передней Азии, не говоря уже о расовой преемственности между ними. Однобокая и необъективная, на наш взгляд, версия о ранних тюрках как аксиома кралась даже в новейший труд истории татар с древнейших времен, выпущенный Институтом истории Шагипа Мардяни. В нем автор раздела «Гунны на Востоке и на Западе» кляшторный прямо пишет и считает, что считает хуннагуннов истинными монголоидами. В капитальных исследованиях всех ведущих антропологов, в частности Дебиса, Гинзбурга и, собственно, Алексеева, отмечается, что древние тюрки на территории своего расселения имели значительную европейную примесь. Вместе с тем и в других местах их обитания, в том числе на востоке Казахстана, на Алтае, Туве, на палеоантропологическом материале отчетливо фиксируется расовая неоднородность и, самое главное, значительная европейная примесь. Продолжая свои размышления, обратимся теперь к расовому типу, собственно, хуннагуннов. Сначала выдержка из исследований Генсбурга. Южные гунны, пишет он, обладали ясно выраженными европейными расовым типом, свойственным и некоторым другим народам Средней Азии. Расовый тип северных гуннов Средней Азии характеризуется примесью монголоидных черт. Какой монголоидный тип принял участие в формировании расового типа гуннов Средней Азии, мы сказать еще не можем. Расовый тип гуннов, захороненных в курганах Тянь-Шана и Алтая, европейный, с незначительной примесью монголоидного. Как видим, уже в 50-е годы прошлого века формировался научно обоснованный взгляд на расовый тип хуннов. А это выдержка из коллективного труда обобщающего характера, появившегося уже в конце 80-х годов минувшего века, где восстанавливается объективная истина концептуального характера об облике хуннагуннов. Там пишется в этом сборнике: в Центральной Монголии, подчеркивается в нем, наличие европейной примеси становится очевидным, но в силу традиции отнесения хунну к палеосибирскому типу, эти находки рассматривались как артефакты, то есть как аксиома. Их охотно использовали для иллюстрации глубокого проникновения европейцев вглубь Центральной Азии, но не включали суммарные средние по хунну Монголии, для чего нет решительно никаких оснований. В результате, продолжают эти ученые, в антропологической литературе возобладала точка зрения о выраженной монголоидности и антропологической однородности хунну. Последнее, во-первых, неверно, во-вторых, противоречит всему, что известно о хунну по письменным источникам. В-третьих, не согласуется с историей формирования антропологического состава более древних эпох. Таковы концептуальные выводы, сделанные ведущими антропологами в последнее время. Авторы эту объективные, отвергающие прежние предвзятые точки зрения концепции,
распространяет на все регионы, где когда-то обитали хунну, включая Забайкалье. Такое непредубежденные заключения, полученные на основе новой методики, почему-то выпало из поля зрения Кляшторного. Попутно необходимо высказать свое отношение к трудам некоторых авторов из подтекста или же недвусмысленных утверждений, которые все же вытекают односторонние, точнее, традиционно-стереотипные умозаключения, что племена хунна первоначально действительно якобы относились к восточно-монголоидной расе, что лишь вследствие смешения с европейцами они изменили свой физический облик. Мы в данном случае разделяем точки зрения Пучкова, ученого Пучкова, о направлении первых миграций с запада на восток и о смешении изначального европейного расового типа алтайцев с монголоидной популяцией, но с оговоркой, что к широкозначному термину алтайцев в данном случае мы относим практически про тюрков, исключая из него монголов и тунгусо-манчжуров. Ибо мы придерживаемся мнения, что так называемая алтайская общность образовалась в результате языкового союза уже в Восточной Азии, благодаря длительным генетико-контактным связям между этими живущими по соседству народами. Выдержку из статьи Пучкова приведем без изменений. Алтайские народы, пишет он, еще один пример смены расовой исходной расы. Как и другие настратистские общности, алтайская общность, если она действительно существовала когда-либо как единое целое, была, по-видимому, европейской. В ходе своего продвижения на восток алтайца, или точнее их отдельные ветви, все более поглощались в антропологическом отношении местным монголоидным населением, сохраняя в то же время свой язык. Конец цитаты. Что же касается тюрков, то, как мы уже отметили, среди них встречаются и почти чистые европейцы, например, турки, азербайджанцы, кумыки, карачай-балкарцы, болгары и практически чистые монголоиды, якуты, тувинцы и смешанные в расовом отношении народа. Это отчасти туркмены и некоторые тюркские народы. Антропологический тип у якутов, тувинцев, конечно, образовался в результате интенсивного участия коренного монголоидного населения, которое проявляется также в значительном субстратном слое монгольской лексики, словарного фонда этих языков. А былом в европейном облике хунну и западных корнях их предшественников свидетельствуют также недавно обнаруженные на севере Монголии местечко Уан-Ула, женской могиле останки жрицы-шаманки, рядом с которой найдены, помимо роскошной повозки, сирийские вышитые ткани. Но самое примечательное то, что исходный ее антропологический тип средиземноморской. Біздің халық арасында бүркіт бұрынылар шүрей қазірде. Мына біздің хундар бабаларымызда да болған. Біздің мына Рүстам Хазіреті бұрында шабырақ тұрабыз. Ит бұрынға келе тұрған. По ДНК зубов шаманки было установлено и происхождение генеалогической наследственности из Передней Азии, в частности из Забайкалья. Итак, по нашему твердому убеждению, прототюрки, как и вышедшие с Ближнего Востока индоевропейцы, относились к большому европейскому стволу. Палеоантропологические материалы убедительно свидетельствуют о постоянной миграции населения в ранней эпохе из ареала Средиземноморья и Ирана в обширные области Средней и Центральной Азии, Сибири,
Среди мигрантов Запада были и наши дальние предки прототюрки. В ходе своего постоянного продвижения, постепенного продвижения на восток, на них наслаивались признаки монголоидной расы. Однако они в той или иной степени, местами даже без примеси, сохранили характерные черты европейного ствола. Но самые важные, палеотюрки сохранили свои диалекты, являющиеся первостепенным этническим признаком, и извечно, общаясь и смешиваясь с другими этносами, обогащали и развивали свой язык. Рахмат сізге барлығыңызға. Өзіңізге рахмет, Сержан Маркелов.